На заседании сессии Народного собрания Абхазии депутаты обсудили вопросы энергетики. В частности, парламентарии и во втором окончательном чтении внесли изменения в закон об электроэнергетике. Согласно принятым изменениям, закон единый оператор распределительных сетей считается унитарным предприятием, а его имущество не подлежит приватизации. Это решение парламента мы попросили прокомментировать члена Общественной палаты Абхазии, депутата парламента 6-го созыва Астамура Логуа. Не могу сказать, что знаю по полноценных поправках, что именно внесли, но если речь идет о том, что еще обсуждалось в 6-м созыве, тогда это выглядело немножко иначе. Мы говорили о том, что нужно было принять закон о стратегических объектах. Насколько я понимаю, смотрел какие-то эфиры, читал какую-то информацию за последнюю неделю. Видимо, частично какие-то пункты из этого того закона предполагаемого были внесены в виде поправок в действующий закон. Я так понимаю, что теперь, все разрешительные, допустим, вещи в плане аренды тоже будет согласовываться с парламентом. Правильно? Главный аргумент этот, да, если я правильно? И этот, и то, что в окончательном чтении все-таки депутаты, запрещают приватизировать имущество Черноморэнерго. Скажем так, запрещающий закон, да, об электроэнергетике по приватизации, да, там имущества абхазского энергетического принимали мы в 6-м созыве, и в принципе он был принят единогласно, за исключением, по-моему, одного депутата, который не присутствовал, если я правильно помню. А так это было единогласно принято. И, честно говоря, конечно, мы понимаем, я со своей стороны прекрасно понимаю, о чем идет речь, что есть сложности, к чему может привести либерализация на энергетической отрасли Абхазии, да. Для каждого гражданина Абхазии должно быть понятно, что это локомотив развития экономики, эта отрасль энергетики является локомотивом экономического развития, да и государственного суверенитета в том числе, потому что у нас есть примеры в разных странах, и постсоветских в том числе, какие конфликты в будущем возникали с частными хозяевами энергетической отрасли и населением, и государством. Да, я могу привести пример ту же соседнюю Армению, да. И в Грузии часто слышим, насколько растут тарифы, как это не устраивает население. И как государство не может на это повлиять. И как государство не может, конечно, на это повлиять. Тут все предельно понятно, да, и, позиция тех, кто против выступает, того, чтобы либерализовать эту отрасль. Но в том числе нам нужно, конечно, думать, одними патриотическими лозунгами мы не можем построить государство. В том числе нам, конечно, нужно думать над тем, как, развивать эту отрасль, да, как сделать так, чтобы мы могли и на перспективу иметь, нормальную отрасль рабочую, для того, чтобы, как мы говорим, на каждом форуме, на каждом инвестиционном форуме абхазские делегации разные ездят, привлекают каких-то инвесторов. Это сейчас модное слово у нас, да, и вообще, наверное, оно, всегда было модным, но сейчас особенно актуально слово инвестиции. Особенно часто употребляется. Да. Используется. А как мы будем развивать экономику и привлекать какие-то инвестиции? Это не обязательно, кстати говоря, иностранные инвестиции, в том числе и абхазские, если у нас не будет собственной энергетики, да, или она будет в критической ситуации. Все это очень сложно. Я могу лишь сказать, что когда-то, я не энергетик абсолютно точно, но когда-то, обсуждая в стенах парламента, и не только у меня такое мнение было, был еще коллега, Батал Иванович Топагу об этом говорил, была мысль, что... Да, мы помним дискуссию. Помните, надо сохранить все-таки энергетику, безусловно, национальной оставить, но в то же время, если мы говорим о развитии, о будущем Абхазии, было бы неплохо иметь альтернативу, и на эту альтернативу перевести всю коммерцию, да, Абхазии, чтобы для физических лиц, для населения Абхазии оставить те тарифы, которые мы сможем платить, мы, население имею в виду, а какая-то параллельная, линия, параллельная линия могла бы обслуживать ныне действующие коммерческие объекты, и в том числе будущие, которые мы хотим строить, развивать, там фабрики, заводы, гостиницы и так далее. Мы же сейчас, я слышу, что говорят много и о газе, этот разговор
не один год идет, Да. но, к сожалению, пока мы в этом плане тоже не продвинулись. А так, все для меня предельно ясно. Но в то же время, еще раз повторюсь, нужно думать о том, что делать дальше. То есть не все так однозначно, да? Вот запретил как бы полностью и все. Мы должны постараться сохранить, конечно, все в рамках национальной экономики и государства. Хотелось бы, чтобы было хозяином, да, и оно должно, наверное, остаться хозяином. Но, еще раз повторюсь, если мы говорим о будущем, если мы говорим, что мы будем развивать Восточную Абхазию, да, в том числе как туристический регион, не говоря уже о промышленном производстве, о фабриках, заводах и так далее, нам нужно было не сегодня, а еще позавчера думать о том, что ресурсы те, которые имеются вообще в общем, не говоря о их состоянии, да, это будет недостаточно. Значит, нужно искать еще что-то, что это может быть газ, это может быть параллельная линия коммерческая какая-то, но в то же время, чтобы, вот знаете, есть такое понятие, что если разрешить завести в Абхазию параллельную линию, которая будет, допустим, поставлять электроэнергию из Российской Федерации, тогда у многих людей есть такое суждение, что вот все местные сети будут разрушены, и тогда нам придется пересесть на вот эту иглу. Это недопустимо. Нам нужно развивать, сохранить все, что у нас есть с энергетикой, но в том числе думать о том, что делать дальше, и, может быть, выходом могло бы стать вот параллельно завести какую-то линию, которая обслуживала бы, еще раз повторюсь, все, что связано с коммерцией. Потому что, обратите внимание, у нас каждый день появляются новые гостиницы, новые отели, предприятия какие-то, и все они обслуживаются, и им всем нужна, скажем так, электроэнергия, да. Нам нужно об этом думать. Вот Сухумская ГЭС вырабатывает около 20 мегаватт, да, электроэнергии. Вот если бы тогда не дали объект в аренду, он бы так и стоял, да? Вот что вы думаете об этой ситуации? И в то же время, что сейчас Абхазия получает от Сухумгэс? В то же время мне сложно сказать, что получает Абхазия и что было бы, если бы его не запустили. Я могу сказать, что в условном наклонении, да. Насколько мне известно, да, скажем так, арендная плата очень низкая, да, насколько мне известно, она составляет там всего ничего. Но, с другой стороны, вы знаете, что государство сейчас борется с майнингом, да, в Абхазии. И, например, какую-то часть майнинга, да, вот эта Сухумская ГЭС обслуживает, и они не сидят на нашей вот энергии, не занимают, да, не воруют, скажем так, у государства. Это, конечно, наверное, неплохо. Но 20 она вырабатывает или 12, там по-разному считают, не могу сказать. Наверное, это неплохо. Но опять же, есть ли у государства сегодня возможности восстанавливать самому, да? У нас есть же и перепадные, о которых много говорили в нашем созыве, и сейчас, я слышу, продолжают разговор, да, там дать их в аренду, не дать их в аренду каким-то предпринимателям. И если говорить о том, что сейчас в законе, я, насколько понимаю, теперь уже нужно не только разрешение Черноморэнерго, а и согласование с парламентом для того, чтобы передать в аренду, наверное, это не есть плохо, в принципе, потому что в обществе абхазском, вы знаете, это было и вчера, так и сегодня, и, наверное, завтра будет так. Люди, которые находятся у власти, и есть оппозиционные силы, никогда нет доверия друг к другу, и всем кажется, что вот своим отдают и так далее. А парламент все-таки это вот такая площадка, где представлены разные мнения, и я не считаю, что это плохо, это нормально. Вот я как раз хотела спросить, вот, да, то, что вот сейчас парламент утвердил вот эту мысль, да, что любой объект, да, имущество Черноморэнерго, чтобы взять в аренду, договор должен быть согласован, утвержден народным собранием. Вот этот момент насколько важен? Я вам так скажу, этот момент важен в первую очередь. Мы, конечно, не парламентская республика, но отчасти некоторые законы, принимаемые нами, как раз подводят нас к тому, что мы больше, скажем, идем по пути парламентского такого контроля. Еще раз повторюсь, нет доверия между властью и оппозицией. Это не было вчера, нет сегодня и, наверное, не будет завтра, скорее всего, так, как я вижу. И потому в парламенте представлены разные мнения, где присутствует, скажем так, часть оппозиционно настроенных депутатов. Это хороший фильтр, в принципе.
Если проект достоин, я думаю, что в абхазском парламенте нет, значит, недруга в Абхазии и недруга в развитии Абхазии. И каждый депутат отдает себе отчет, что он делает и чем он руководствуется перед тем, как проголосовать. Так что ничего плохого в этом не вижу, хотя должен отметить, что в бытность в 6-м созыве был включен в такую комиссию, где вот рассматривалось 3 варианта, да, там и так далее. Мы тоже это обсуждали, я помню даже все эти проекты. Один из них сегодня, вот тоже говорят, претендует на взятие в аренду. Ну, неплохо, что еще шире будет обсуждаться. Не 3 депутата в комиссию будут входить, а в целом весь парламент будет рассматривать. И ответственность, и власть, кстати, исполнительная в том числе будет разделять ответственность с парламентом в том числе, чтобы не получилось так, что мы дали своему или не дали нормально хорошему инвестору, а дали кому-то из ближайшего окружения. Наверное, это неплохо. Вообще нужно еще больше прозрачности в принимаемых вот таких решениях, для того, чтобы это не вызывало никаких вот разговоров и доверия, скажем так, в обществе в целом. Ну и баланс мнений такой, да, доводы, аргументы, которые были бы доступны и слышны общественности тоже, да, чтобы как-то каждый понимал, какие решения принимаются. И почему? Я вообще считаю, что мы еще прозрачнее должны обсуждать любые проекты, которые заходят в Абхазию. Понимаете, абсолютно все. У нас очень маленькое общество, у нас и левые, и правые, все достаточно патриотично настроены, и все хотят развития и развития нашей Спасибо вам большое, Астамур. Больше прозрачности. Спасибо. Это был член Общественной палаты Абхазии, депутат парламента 6-го созыва Астамур Логуа, который прокомментировал изменения в закон об электроэнергетике, принятые депутатами парламента на последней сессии.